Меня зовут Ерхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Фиксируем подозрительное оживление среди сибирских активистов на их ресурсах и сообществах в соцсетях. Посыл их мы знаем, что сибирский народ – это отдельный народ, что сибиро-татарский язык – это отдельный язык, ничего общего не имеющий с татарским языком. Вот, например, Фархат Шамурадов, председатель Совета национальной культурной автономии сибирских татар Вагайского района Тюменской области, активен в соцсетях и призывает записываться именно как сибирский татарин или татарка, а язык как сибиро-татарский в предстоящей переписи. Ну, в этом нет ничего удивительного. Но наше внимание привлек другой момент. Этот самый пост лайкнул председатель Всемирного конгресса татар Тюменской области, входящий в состав Милишура, Ринат Насыров. Что это может значить? Измена будущему делу, направленному на единство татарской нации? Или вы решили такой тихой сапой присоединить к нам этих заблудших сибирских этносепаратистов? В какую игру вы решили сыграть, Ринат Хамзиевич? Все бы ничего, но среди сибирских активистов-сепаратистов есть весьма неприятные личности, которые нами замечены в явных антитатарских публичных высказываниях. Вот, например, один из админов сообщества ВКонтакте, Марат Курманов, с которым у Рината Насырова тесные теплые отношения, прямо пишет, что татарская культура – это наносная культура. А вот здесь Марат Курманов возмущается, что, видите ли, бедных татар Сибири отатаривали не только коммунисты. Оказывается, их сибирскую идентичность, видите ли, уничтожали аж со времен царя. Ну-ну, прям разжигание какое-то. Про сибиро-татарскую этномиссионерку Гульцифу Бакиеву мы уже вам ранее в наших выпусках рассказывали. Но наше внимание привлек ее муж Юрий Квашнин. О нем очень подробно рассказала казанский историк Лилия Габдрафикова. Когда появляется публикация о татарском языке, там тоже иногда бывают какие-то такие дискуссии. Вот, мы диалекты тоже обсуждаем, и в том числе вот, сибирско-татарским языком тоже. И там тоже вот, наблюдается какая-то попытка вот, обозначить обособленность, что ли, да, сибирских татар. Хотя моей аудитории большинством это не всегда поддерживается, и я вижу, что вот эти вот комментарии, дискуссию провоцирует всегда один и тот же человек. Это он даже не скрывается, имя это научный сотрудник из одного сибирского там какого-то исследовательского института. Александр Сагдеев? Нет, Юрий Квашин или Квашнин. Открытая у него там биография, причем он сначала занимался какими-то сибирскими народами, такими малыми, а потом сейчас вот занимается вот, видимо, сибирскими татарами. И вот он обсуждает татарский язык, не зная татарского языка, и вот говорит, что вот, у сибирских татар вот такие-то различия. А вот, как можно, не зная языка, вот, основываясь на каких-то статьях там, да, отдельных, делать вот такие громкие выводы. Казань держит руку на пульсе, внимательно следит за этническим самочувствием татар Сибири. Вот, например, о недавнем этносоциологическом исследовании рассказывала Гульнара Габдрахманова, заведующая отделом этнологических исследований Института Марджани. Вот вы знаете, у нас было исследование в Западной Сибири, мы специально в анкету заложили открытый вопрос. Скажите, пожалуйста, какой вы национальности? Мы специально заезжали в села, где мы знали, что живут сибирские татары, специально спрашивали этот вопрос, 99,9% нам отвечали татары. То есть вот для людей все-таки это самая главная категория, именно принадлежность татарскому народу. Но я думаю, что вот эти категории, как вот сибирские татары, астраханские, это все-таки конструкт, который существует в головах вот таких, что я сказала, как я их назвала, это социальные инженеры, то есть лидеры определенных национальных движений, какие-то общественники, которые будируют вот эти вот вопросы, которые поднимают и выносят вот эти категории в массовое сознание, конструируют вот эти категории. Вот такой непростой сибирский этномиссионерский узел завязался. Из таких личностей, как Фархат Шамурадов, Ринат Насыров, Марат Курманов, Гульсифа Бакиева и Юрий Квашнин. Но мы тут из Казани и не такие узлы развязывали. От нашего внимания не скроетесь. В Уфе местные татары прослушали интересную лекцию доктора исторических наук и профессора Родного Михаила Игоревича. Лектор рассказывал о том, как жили татарские предприниматели Уфы и Уфимской губернии в XVIII веке. Чуть ближе к концу лекции уфимские татары еще не удержались и поговорили с профессором Родновым о непростых переписных делах начала 20 века. Вы знаете, кого там как башкиры записывали, кого как татары.
В общем, из лекции Михаила Роднова мы поняли, что татарские купцы Уфы были очень богатыми и цепкими предпринимателями. Казанские татарские купцы им даже в чем-то уступали. Но что именно позволяло уфимским татарам быть конкурентоспособными? Какие их качества во времена Российской империи позволяли им накапливать капитал, богатство, строить свои бизнес-империи? Но все по порядку. Итак, в каком именно году фиксируются татарские купцы Уфы? По данным пятой ревизии, которая вот есть у нас в Уфе, в 1795 году уже фиксируются татарские купцы. В Уфе жили. Довольно такая влиятельная община была. Но потом, в первой половине 19 века, татарские купцы у нас как бы в Уфе исчезают. Сказалась, видимо, кантонная эпоха, когда все мусульманское население состояло в той или иной форме в башкиро-мещерякском войске, а там жесткий, значит, режим, отсутствие свободного передвижения, обязанности и так далее. Татарское купечество, татарский бизнес вообще в широком смысле слова у нас появляется после отмены крепостного права, после ликвидации кантонной системы, когда пошли великие реформы 1965 года. В Уфе на 1865 год было всего 2 торговых заведения, принадлежавших татарам. Переписи проводились по постановлению, значит, был принят специальный государственный указ по всей России, они проводились через 4 года. И уже в 1869 году мы видим стремительный рост татарского бизнеса в Уфе. Появляется очень большое количество татарских предпринимателей. И вот, уфимские предприниматели все богатеют и богатеют. И, по словам Роднова, к 20 веку уровень развития татарского предпринимательства стал раздражать некоторую часть жителей Уфы, а именно православных русских предпринимателей. Вот как профессор описывает случившееся трение между татарами и русскими Уфы в начале 20 века. С начала 20 века, значит, татарский бизнес у нас очень большой был, огромное количество магазинов. Это создавало глобальные проблемы для Уфы и вызывало жалобы уфимских предпринимателей. Дело в том, что по законам Российской империи, как сейчас, были как бы официальные праздники. Вот, официальные праздники, когда все не работали, и торговля закрывалась. Но были еще религиозные праздники, потому что православная церковь была как бы идеологической. То есть православные праздники, православные, значит, торговцы не работали, а мусульманские праздники, мусульманские торговцы не работали. Разница только в том, что у мусульман там один байрам, второй байрам и все. А у русских, как говорит татарская поговорка, каждый день праздник. Вот. 20-е праздники, большая это самое, да, вот эти, Рождество. И, в общем, создавало глобальную проблему. Для русских предпринимателей Уфы это была колоссальная проблема. Они в итоге написали жалобу в городскую думу. Вот. Потому что православные праздничные дни, они были вынуждены закрываться, а рядом конкурент татарин у Зуфарыча, как говорится, двери не открывает, не закрывается. К слову, вот тут Роднов отмечает, как татарские предприниматели Уфы пользовались своим преимуществом в городе. И этого преимущества были лишены казанские татарские предприниматели. Уфа отличается от Казани, от Оренбурга тем, что у нас никогда не было татарского квартала, татарского как бы гетто. Вот, как у них, татарская слобода. У нас русские татары жили всегда вперемешку. У нас татарская слобода вообще-то была. Ну, это в начале 17 веке, там, это маленькое. Вот. Удельный вес татар был примерно равномерный по всем районам. В Казани, если там надо тебе поехать в магазин, ты хоть должен извозчика взять и поехать в татарскую слободу. А у нас никуда ехать не надо, вон на углу, пожалуйста, значит, у Зуфарыча все есть. А для своих он из-под прилавка и что надо, и не надо продаст. Вот. Поэтому это была просто головная боль. И в итоге, значит, русские предприниматели составили петицию, направили в городскую думу, дескать, либо нам разрешите торговать, либо татарам запретить. Но как уфимские татары встретили революционный 1917 год? Да очень хитро встретили. Они там у себя в Уфе даже евреев превзошли. Роднов рассказывает, что у татарских предпринимателей очень бурно развивался бизнес. Они прям пачками скупали дома в городе. С начала 20 века
практически весь этот район вокруг гостиного двора все скупили татарские предприниматели, крупные предприниматели, они все скупили. И вот Сахаровская гостиница напротив авиационного университета, они все скупили вот, до 17 года. В 17 году они все продали еврейским предпринимателям. Почему-то татары не поверили в революцию, татарские предприниматели, они все продали евреям. Евреи верили в революцию, но большевики отобрали у них все. Одна из участниц дискуссионного клуба уфимских татар, который, кстати, называется в честь известной татарской купчихи Марьям Султановой, так вот, участница спросила у профессора Роднова про результаты переписи 1917 года и про так называемых новобашкир, которые получили земли по вотчинному праву. Роднов считает, что при Иване Грозном никакого коллективного вотчинного права у башкир не было. Серьезный удар по башкирским это миссионерам, знаете ли. Они же свои вот эти вот башкирские племена тянут из седой древности, привязываясь к средневековому вотчинному праву. Но вотчинное право появилось юридически только в 1864 году. Никакой Иван Грозный никаким башкирам вотчинное право никогда не давал. Он и не мог им дать. Коллективного вотчинного права не существовало в эпоху Московского царства. Вотчину давали конкретно боярину Шуйскому Ивану Ивановичу, вот. Ну и его семье, естественно. Я недавно разговаривал в прошлом году на большой конференции с одним из ведущих специалистов по этой эпохе. Я его спросил, было коллективное вотчинное право? Он так подумал, говорит, романовские мурзы. Ну, вотчину получили романовские, семьи вот этих романовских мурзов, вот князья Юсуповы из них вышли. Но у них-то были всякие там военные прислуга, там конюхи, там эти самые домашняя прислуга. Они-то не стали вотчинниками. Вот. Вотчинное право не давалось. Никакой Иван Грозный никаким башкирам ничего не давал. Это миф, ни одного доказательства нет. В общем, прекрасный дискуссионный клуб получился Уфа татарлары. Давай, Митегас. На ресурсе «Миллиард татар» вышла статья, в котором рассказывается, как начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Татарстана Казы Казани Булат Мубараков снялся в популярном историческом сериале, турецком сериале, об османском правителе Абдулхамиде II. Булат Мубараков сыграл роль муфтия Мухаммедьяра Султанова, который возглавлял Оренбургское Магометанское духовное собрание с 1886 года по 1915 год. Да, такая встреча между российским муфтием Султановым и османским султаном Абдулхамидом была в 1893 году. Османский правитель был серьезной исторической личностью. Он был озабочен вопросами влияния ислама на территориях и странах, где эта религия считается традиционной. Ну, или исламу еще только предстоит проникнуть в эти самые регионы. Одним словом, Абдулхамид II был панисламистом. Да, Абдулхамид II действительно подарил Мухаммедьяру Султанову волос из бороды пророка Мухаммеда, саллаллаху вассалям. Известно, что до 1961 года волос демонстрировался советскими муфтиями, но потом советские коммунисты им это запретили делать. Возродил эту практику муфтий Цдум Талгат Таджудин. В 2015 году он этот волос в качестве реликвии передал в Болгар, и сейчас этот волос хранится в Болгарской Белой мечети. Но давайте внимательно взглянем на кое-какие посылы, акценты, которые до нас хотят донести создатели турецкого сериала, и с которыми мы не можем согласиться. Serdar Hakan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri. Rusya'daki kulağımız, oradaki Müslüman kardeşlerimizin imamı. Muhammed Yar Sultanov. Payitahta hoş geldiniz. Hoş bulduk hünkârım. Geleceğinizi işitmiştik lakin bu kadar erken beklemiyorduk sizi. Hünkârım, hac farizasını yerine getirme imkanı hasıl oldu. Bu sebepten erkenden yola koyuldum. Maşallah, maşallah. Rusya'daki Müslüman kardeşlerimizin hali nasıldır? Refah içindeler mi? İbadetlerini layıkıyla, istedikleri gibi yerine getirebiliyorlar mı? Elhamdülillah. Herkes iyi hünkârım. Hiçbir sıkıntı yok. Size selamlarını getirdim. Ümmeti Muhammed için, devleti Ali Osman için duacılar. Aleykümselam. Sayenizde Rus hükümeti dilediğimiz gibi ibadet etmemize müsaade ediyor.
Artık dinimizin emirlerini ifa etmemize kimse karışmıyor. Hem Rus tebaadan da pek çok Müslüman olan oldu. Maşallah. Allah niyetlerini kabul etsin. Отметим, что, во-первых, на время посещения османского султана муфтию Мухаммедьяру Султану было 55-56 лет, а османскому султану Абдулхамиду было всего 51 год. Но заметим, что условия жизни и быт у российского муфтия были куда суровее, чем у османского правителя. Соответственно, образ его должен был быть куда более старческий, ну а султан должен был выглядеть куда моложе. Но нет. Создатели турецкого сериала нам нарисовали картинку, где молодой муфтий просто внемлет устам опытного и старшего по возрасту османского правителя. Во-вторых, муфтий Султанов, российский дворянин, отслужил в башкиро-мещерякском войске, был начальником мензелинских кантонов, проработал мировым судьей. И лишь потом, уже в 39 лет, был утвержден муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания. А что мы видим в турецком сериале? Российский дворянин обращается к османскому султану Хаканым, то есть мой правитель. Турецкие сериалы «Дело» нам хотят намекнуть, что муфтий Султанов поменял свое подданство. Между прочим, когда в 1914 году разгорелась Первая мировая война, шейхуль-ислам Османской империи, не без вмешательства османского султана Абдулхамида, призвал всех мусульман стран Антанты, в том числе и России, объявить священную войну своим правительством. В ответ на это Султанов, муфтий, как верный российский дворянин, призвал российских мусульман вступить против Османской империи. Ну и в-третьих, обратили внимание, что в сериале муфтий говорит о каких-то русских Российской империи, которые приняли ислам. Турецкие сериалы «Делы» вообще не разбираются в реалиях Российской империи. Вы что, в Российской империи даже татары, которые приняли христианство, с большим трудом возвращались в ислам. А тут, видите ли, русские в ислам переходят. Вы представляете, какие проблемы могли возникнуть у Султанова, вернись он в Россию, если узнают, что он говорил с правителем другого государства о мусульманском миссионерстве? Резюмируем. На наш взгляд, атмосфера встречи турецкого султана с российским муфтием проходила в несколько иной атмосфере. Нам турки хотят показать, что наш муфтий прям расшаркивался перед их правителем. Скорее всего, общение между ними проходило как минимум на равных. Сами понимаете, у муфтия возраст был более почтенным. Во-вторых, общение было более дипломатическим, без всяких откровений и деталей. Разговор, скорее всего, был ритуальным, как бы и о чем-то, и в то же время ни о чем. Ну, как это обычно умеют делать дипломаты во все времена.